Первый вопрос на повестке дня Президиума – оптимизация органов исполнительной власти Республики Ингушетия. Были оглашены указы, согласно которым были утверждены заместители председателя правительства Бекхан Ацдоев, Магомед Сали Аушев и Биали Евлоев, руководитель аппарата правительства Ингушетии Михаил Илезов, министр образования Лема Измайлова, министр здравоохранения Хусейн Зязиков, министр труда и социального развития Багаудин Маршани, министр строительства Руслан Булгучев. Бывший министр культуры Якуб Патиев назначен министром по связям с общественностью и межнациональным отношениям, а его бывший заместитель Марит Газдиева назначена исполняющей обязанности министра культуры. Также исполняющим обязанности министра финансов республики назначен бывший замминистра финансов Мурат Мальсагов. Заместителя председателя правительства республики Магомеда Дзаурова сменил Бекхан Ацдоев. Новым министром сельского хозяйства стал бывший руководитель государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Нестеровское» Руслан Костоев. Глава республики заявил, что в течение нескольких дней будут названы имена руководителей других министерств и ведомств республики, в том числе Министерства экономики, Министерства имущественных отношений, спорта и туризма. Особых изменений мы не проводим. Требования остаются одни и те же. Работать, еще раз работать. Основным вопросом на повестке дня стало проведение месячника по благоустройству и озеленению территории республики. С докладом выступил заместитель председателя правительства Магомед Сали Аушев. Постановление правительства Республики Ингушетия 14 марта 2010 года обязан республиканским месячником по благоустройству и озеленению территории Республики Ингушетия. Данное распоряжение образован республиканский штаб, который разумеется мной. Из доклада следует, что главными причинами неидеального санитарного состояния населенных пунктов региона являются стихийные мусорные свалки, недостаточное количество контейнеров и соответствующей техники для ликвидации нечистот. Наилучшим образом обстоят дела в сельском поселении Газиюк. Юнусбек Евкуров подверг критике работу жилищно-коммунального хозяйства и Ингуш-Автодора. Им было отмечено, что эти организации должны кардинально пересмотреть подход к проводимой работе. Мы можем под свалки мусора использовать бывшие карьеры. Мы же на ровном поле создаем свалку, а не проще выбрать вот это место, сделать там заезд красиво, трамбовать этот мусор там, забором огородить его. Условия надо создать. Условия. Поставить эти не возле домов, в том числе для антитеррористических, в стороне поставить эти контейнера. Людям создать то, чтобы люди, уезжая на работу, могли мусор вынести, бросить туда мусор и дальше пойти по своим делам. В целях контроля захода месячника за всеми населенными пунктами закреплены работники аппарата правительства, которые еженедельно выезжают на места, осуществляя фото и видеосъемку. Роспотребнадзор и Госкомэкология ведут постоянную работу в этом направлении. Начиная со следующей недели, ситуация с наведением порядка на территории республики будет ежедневно освещаться в средствах массовой информации. Здесь должны работать общественные, должны депутаты работать, общественные организации. Все должны, жители должны работать. Люди не будут сорить тогда, когда они сами будут убирать. Почему? Потому что нет ему смысла сорить. В рамках месячника по благоустройству и озеленению территории объявлен конкурс на образцовый населенный пункт, по результатам которого победители будут премированы. В конкурсе примут участие населенные пункты, министерства, ведомства, организации, заведения здравоохранения и образования республики. По неблагоприятной ситуации с благоустройством региона на сегодняшний день лидирует город Карабулак. Задача номер один – ликвидировать эту речку, вонючку, она там сколько лет уже стоит. Ее не будет. Создать условия. Не саму речку, а само вот это название сделать нормально. И привести все там в порядок, в соответствии с законом. И здесь никаких не должно быть там послаблений для граждан, которые там живут, нарушают закон. Задача номер два – облагородить улицы, те центральные, которые есть. Задача номер три – больницу отремонтировать, привести в порядок, в соответствии, чтобы люди почувствовали, что да, год города. Номер 4, посмотреть там по канализации, по водоотведению. Основной упор там тоже сейчас делаем. По третьему вопросу повестки о безопасности дорожного движения выступил Алаудин Акасхоев. Он сообщил, что нарушение правил безопасности дорожного движения приводит к трагедиям. Число погибших и пострадавших в результате ДТП неумолимо растет. Самая главная задача – приучить людей культурно вести себя на дороге. Скоростной режим. У нас 80%, да? Из-за того, что там превысили скоростной режим и выехали на совершенно полностью дорожный режим. Я понимаю, конечно, это вещи, когда заторы, когда там где-то авария, там и раньше
реальные пострадавшие. Но на промежутке там 150 метров разогнаться до 150 километров и улететь в Кувейт, погибнуть, ну это я не понимаю, это под 150 гаишников там поставить, все равно это не спасет ситуацию. Ну, следующий вопрос, это касается общества подключить. Подключить здесь надо студентов, школьников, депутатов, министерства, ведомства. Сегодня анализ делать, это очень хорошая схема. Тот руководитель, который там совершил ДТП, или водитель, или чиновник совершил ДТП, министр его должен наказать. Тот, кто замечен, что быстро ездит, нарушает, министр, руководитель должен его наказать. Это тоже рычаги воздействия. Вот сейчас выйдите все отсюда, посмотрите на свои машины в первую очередь, начните с них тренировку всем снять. Тоже тема. Почему? Потому что много случаев из-за того, что машины затонированы, не видят люди ничего. Особенно молодежь, когда там пытается. В конце заседания был заслушан доклад начальника МЧС России по Республике Ингушетия Руслана Калоева о ситуации с дорожно-транспортными происшествиями в республике и нарушениях по линии ЖКХ. На злобу дня была вынесена проблема поджигаемого мусора. Необходимо ужесточить контроль над этим вопросом. При необходимости применять штрафные санкции, привлекать к административной ответственности, отметил глава Ингушетии. Пресс-служба правительства специально для программы «Вести Ингушетия».